В преддверии всероссийской переписи населения, которая должна состояться в сентябре этого года, некоторые провокаторы из числа ингушских горе-блогеров активизировались и начали пропаганду, сеющую раздоры между двумя народами – чеченцы и карабулаки, которые являлись одним народом до прихода русских на Кавказ. Это делается для того, чтобы карабулаки не записывались как чеченцы. В этом ролике мы докажем, что Арстхой, или как их еще называют карабулаки, являются чеченцами по всем параметрам, исследованиям и по историческому признаку. Еще один немаловажный факт. В этом ролике мы будем ссылаться на данные, полученные из ингушского ДНК-проекта. Если у кого-нибудь возникнут вопросы к админу канала, вы знаете, куда обращаться. У Арстхой генетические исследования показали следующие данные. J2, J1, L3 и G2. Это означает, что Арстхой из Ингушетии также являются генетически ближе к чеченским тейпам и обществам. А в целом, если взять данные ингушского ДНК-проекта, Арстхой составляют всего 30-20% населения Ингушетии, и это легко увидеть, пройдя по ссылке в ингушский ДНК-проект. Данные гаплогрупп Арстхой L3, J1, J2 и G2 показали, что Арстхой имеют такой же этногенез, как и все остальные чеченские общества, так как ингуши-галгай представлены в целом гомогенными 88%, чем так гордятся руководители ингушского ДНК-проекта. Как выше было отмечено, что 40% гаплогруппа J2A4B ингушей, фяпий, мицхалой, джейрахой генетически ближе к ичкиринцам, нашхой, чеберлой тейпам и некоторым шатойским тейпам. Также и обстоит с арстхой тейпами, которые также ближе генетически к ичкиринцам, нашхой, чеберлой тейпам и некоторым шатойским тейпам, а также к веденским тейпам из Аргунского ущелья. Перечислим и сравним теперь, кому ближе генетически Арстхой из Ингушетии. Представители гаплогруппы L3 Лай 6266, Мержоевы, Елхароевы, Сычоевы, Гандалоевы, Куриговы, Фаргиевы, Даубековы, Булгучевы, Белхароевы и Гагиевы. Представители этой группы Арстхой ближе к таким чеченским тейпам, чем к 88% ингушского народа Элистаншхой, Вашиндарой, Дишни, Белгатой, Варандой, Харачой, Акхи, Хаматой, Чунгарой, Зуагой, Чермой, Кей, Ялхой, Регахой, Гаттой и другие. Теперь перечислим других Арстхой из Ингушетии, чьи генетические исследования показали J1, JZ 1842, Галай, Мержой, Сычой, Анастой, и это значит, что к этим Арстхой генетически по крови, по общему предку ближе, чем к 88% ингушского народа, такие чеченские тейпы, как Беной, Терлой, Гуной, Белтой, Чанти, Зумсой, Нахчикилой, Мулкой, Регахой, Занткой, Шарой, Гухой, Ченхой, Акхи, Хачерой, Садой и Тумсой. Теперь Арстхой из Ингушетии, чьи генетические исследования показали J2, J2 и 4B, Сычой, Мержой и Илхарой. Представителям этой гаплогруппы ближе, чем к 70% ингушского народа, такие чеченские тейпы, как Сантрой, Майстой, Аларой, Сисанхой, Белгатой, Курчелой, Гендергеной, Эрсиной, Бейтархой, Мулкой, Макажой, Вашиндарой, Хачерой, Нашхой, Пешхой и другие. Просто их слишком долго перечислять, и думаю, что уже это достаточно. Итак, что нам стало ясно из выше приведенных данных генетических исследований чеченского и ингушского ДНК-проектов. А это то, что генетически, или другими словами по крови, по близкому родству, по близким предкам Арстхой из Ингушетии, ближе к чеченцам, чем в одном случае 88%, а в другом, чем к 60% ингушского народа. И в этом нет ничего удивительного, так как если мы отложим в сторону данные генетических исследований и обратимся к истории и историческим исследованиям, тогда мы тоже увидим такую картину. Как мы знаем, вторжение монголов-татар в начале 13 и конце 14 веков на Северный Кавказ вынудило отступить население Северного Кавказа в горы и там занять оборону и удерживать горные территории.
После того, как прошло время и со смертью завоевателя Тамерлана началась эпоха заката монголов, нахчинские племена начали возврат на равнину, освоение захваченных ранее кочевниками территорий. Так получилось, что именно чеченские общества начали это движение на восток и север, в том числе и общество Арстхой, которое частью также приняло участие в освоении и возврате восточных и северных нахчинских территорий, но больше Арстхой осваивали территории между рекой Сунжей и рекой Гихи. Так как освоение происходило совместно с другими чеченскими обществами, мы видим, что это генетически также зафиксировалось в обществе Арстхой. Впоследствии Арстхой также приняли участие в Кавказской войне 18-19 веков совместно с другими чеченскими обществами. В частности, Арстхой также вошли в состав государства Имамат, где были два Арстхой-вилайета – это Арштинское и Галашкинское наибство. В 1843 году территория Имамата включала в свои границы весь Нагорный Дагестан и Чечню. К этому времени имаму Шамилю подчинились Андия, Гумбет, Технуцал, Багулал, Тинди, Умкратль, Карата, Ахвах, Авария и другие общества. По северную сторону Андийского хребта – Калатавия, Аух, Ичкерия, Большая и Малая Чечня, Шубуты. Мы также знаем, что выход ингушей на равнину произошел намного позже, чем остальные нахчинские общества, а также то, что ингуши не участвовали в Кавказской войне против захвата России Северного Кавказа. Это также свидетельствует, почему такой маленький процент Арстхой среди ингушей и почему генетические данные Арстхой так отличаются от ингушских генетических данных. И в завершении к генетическим и историческим приведенным доводами хотел бы добавить и религиозный довод, так как именно генетика, история и социальная сторона дают логическое объяснение приведенным выше доводам. В этногенезе одними по наивности или по глупости, другими намеренно и специально упускается религиозный фактор. Раз Галгай решили усыновить арстхоевцев, разумеется, только из сострадания, и тут дело совсем не в имуществе усыновляемых, то есть в земле, то возникает вопрос, а как это арстхоевцы могли сосуществовать с язычниками? Вы что, серьезно полагаете, что Арстхой могли своих дочерей выдавать замуж за тех, кто не умел пользоваться куманом? Как говорится, ровно было на бумаге, да забыли про овраги. Право любого человека самому определять свою национальность на основе родственных связей, а потому арстхоевцы имеют такое же право. Хотят быть отдельным народом – это их право. Хотят стать ингушами – это их право. Вот только нельзя изменять прошлое, оно уже состоялось.